Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Аил Джилурга. Сегодня мы встречаемся с инженером-физиком, экспертом Российского социально-экологического союза Ажаровским Андреем Вячеславовичем. Андрей, добрый день. Да, всем добрый день. Нас, всех жителей республики, конечно же, радует, что в поддержку простых жителей Устьянского района, значит, Усть-Куйги, прибыл специалист российского масштаба. Ну, честно говоря, конечно, удивила вообще сама ситуация, потому что согласно 6 статье, второй части 6 статьи нашей Конституции Республики Саха-Якутия, значит, на нашей территории запрещена, значит, скажем так, деятельность, связанная с ядерным производством, вот, тем более с хранением отходов. И ваше появление как бы не ожидалось. То есть оснований не должно было быть, чтобы вы сюда приезжали. Но так получилось, что несмотря на существующие препятствия вот, законодательные, возник вопрос, причем реально возник вопрос о строительстве атомной электростанции вот, в Усть-Куйге. Во-первых, ну, представьтесь еще раз, если можно. Да, ну смотрите, по Якутии, к сожалению, несмотря на то, что в 6 статье действительно сказано, запрещено обращение с ядерными отходами, ну, с отходами ядерных производств, что Якутия это на самом деле не свободна от радиоактивных отходов. Я недавно посетил Эльконское месторождение, недалеко от города Томот, Алданский район. Там горы этих радиоактивных отходов лежат, и власти их просто не замечают. Мне очень странно, что вот это противоречие между реальностью и тем, что написано в Конституции, не устранено. Я-то как раз за Конституцию, там все правильно написано. Те, кто добывал отходы, должен их выкинуть. Про атомную станцию то же самое. Не бывает атомной станции без радиоактивных отходов. В документах, которые выносились на слушание, действительно было сказано, что есть газообразные радиоактивные отходы, они удаляются через вентиляционные трубы, жидкие превращаются в твердые, твердые хранятся от 10 до 60 лет прямо там, рядом со станцией. То есть станции без хранилища отходов не бывает. Место, да? Да, есть прямо в проекте написано 2 хранилища радиоактивных отходов. То есть здесь действительно спасибо местным активистам, они подсказали, потому что я, когда сюда приехал, к стыду своему, я не изучал Конституцию республики, оказалось, у вас самая экологичная Конституция, которую, в общем-то, Росатом намерен нарушить, это плохо. Да, кто я такой? Я окончил Московский инженерно-физический институт. Это до сих пор ведущее учебное заведение в области ядерной физики, принадлежит, в общем-то, и тогда принадлежало Минатому, не Министерство образования, такой вел ведомственный институт. Я по образованию инженер-физик. Я никогда не работал на атомных станциях, никогда не работал вот технарем, там эти вот кнопочки не нажимал, как в сериале «Чернобыль». По образованию я ученый. Физик, понимаю, как устроены атомные станции, и по моей сфере деятельности, вот уже лет 20 я занимаюсь тем, что я изучаю атомную промышленность. Не только российскую. Я слежу за тем, что происходит в мире, но по Росатому я занимаюсь тем, что вот от имени общественного экологического движения я участвую в различных слушаниях. У вас слушания, поэтому я к вам приехал. Да. Я читаю документы, которые выносятся на слушание. Это называется оценка воздействия на окружающую среду, материал обоснования лицензии. Могу сказать, что по некоторым атомным станциям это несколько тысяч страниц текста. Ну а как обосновать атомную станцию? У вас меньше 200 страниц. То есть такое какое-то издевательское было отношение. Да? Ну, как вам сказать, вот если перейти к проекту строительства атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга, Устьянского района Улуса, то да, это скорее такой, знаете, наполовину информационный, наполовину рекламный материал. Вот я на слушаниях там выступал, есть запись, посмотрите на моем канале, да, такая минутка рекламы. И я, собственно говоря, спасибо. Я, собственно говоря, про это и сказал, что любая промышленность себя рекламирует. Вот автомобильная промышленность себя рекламирует, наш автомобиль лучше всех, там какие-то шампуни, зубные пасты, все идет реклама. Ни один нормальный человек в рекламу не верит.
ни один нормальный человек рекламы не верит, а на слушаниях рекламы быть не должно. На слушаниях должна быть честная оценка воздействия на окружающую среду, оценка опасности того или иного Согласно закону. объекта. Да, есть положение об оценке воздействия на окружающую среду, то есть государством сделанный текст, утвержденный сейчас уже распущенным Госкомитетом по экологии в 2000 году. Есть условия проведения общественных обсуждений. Но вот в Усть-Куйге мероприятие, на мой взгляд, больше носило рекламный характер. Это связано не только с качеством текста, который обсуждается. Потом, наверное, к этому вернемся. Могу долго про это рассказывать. Все же это моя специфика, специальность. И сама организация слушаний. Ну, было понятно, что нескольких выступающим помогли сформулировать свое мнение. Но когда человек выходит на трибуну и по бумажке читает свое чистосердечное заявление любви к атомной энергетике, нет, но имеет право. Имеет право. Ну, могу рассказать. Но местный преподаватель, Усть-Куйга — умирающий поселок. Знаете, он был разгрузочным пунктом перевалки грузов для депутатского. Депутатский далеко, в 250 километрах. На реке Яна депутатский ГОК закрылся, поселок умирает, осталось 700 человек, большинство пенсионеры, работы мало, практически нет. Для них, конечно, любое предприятие, которое к ним не придет, вот им сейчас обещают добычу золота, горный комбинат в Кючусе, напротив, с другой стороны реки, и атомную станцию с этой стороны реки. Конечно, они это поддерживают. Ну, я их понимаю, для них вот эти риски там радиоактивных выбросов, риски аварий, они намного дальше, чем риск просто здесь замерзнуть, остаться никому не нужным. Поэтому я-то не против того, чтобы люди поддерживали атомную энергетику. Знаете, вот если бы им предложили там возродить какой-нибудь там сталинский концлагерь, они бы тоже сказали, ну вот это же рабочие места, вот печи, крематорий там будет работать. Ну, там выбор вот такой. Моя-то задача была рассказать о тех моментах, о которых в официальных докладах не говорили. Значит, как устроены слушания? Сначала дается атомщикам слово, ну это правильно, они должны информировать людей, и у них было минут 40 где-то, где разные люди, там 3 человека, докладывали, рассказывали об атомной станции. А потом давали слово выступающим, и только потом отвечали на вопросы. Ну так я вынужден, мне дали 5 минут. Ну на 40 минут 5 минутами ответить, конечно, довольно сложно. Я эти 5 минут использую для того, чтобы просто зачитывать фрагменты их же документа и говорить, вот, уважаемые участники слушаний, вам сказали, атомная станция чистая, на самом деле будут выбросы через вентиляционные трубы, будет йод-131, страшный искусственный радионуклид воздействует на щитовидную железу, чернобыльские радионуклиды, кобальт-60, цезий-134, 137. Все это просто написано, это не я придумал, это сами атомщики признаются. Да, у нас есть системы очистки, но мы не можем на 100% очищать, или не хотим, потому что это дорого, и мы будем выбрасывать в окружающую среду радионуклиды. В других атомных станциях эта проблема решается расстоянием. Не надо поселок, чтобы был совсем рядом с атомной станцией, тогда радионуклиды могут рассеиваться и, может быть, не такой высокий риск. Здесь же они решили и на этом сэкономить. Атомная станция в 3,5 километрах от центра поселка. Там, в 3 километрах от границы, то есть люди будут жить непосредственно под факелом. Я на всякий случай повторю еще раз этот тезис. Без всяких аварий. Любая атомная станция через вентиляционные трубы, высокие такие, а зачем они там? Там же ничего не жгут, а трубы есть, выбрасывает в штатном режиме радионуклиды. Это совершенно разрешенная практика. Государство разрешает атомной промышленности это делать, потому что не бывает атомной станции без газоаэрозольных выбросов. Если бы она могла быть вот такая вот без вентиляционной трубы, наверное, было бы лучше. Так вот, с одной стороны, это выбросы разрешенные, ничего как бы не нарушается, с другой стороны, риск есть. И могу привести примеры исследований, проведенных в Германии, называется КИК, Kinderkrebs, там поблизости от атомных станций, случаи раковых заболеваний у детей, живущих недалеко от атомных станций. Исследование довольно давно было проведено, в начале 2000-х, когда 17 реакторов работали в Германии. На всякий случай скажу, в следующем году Германия полностью закроет последнюю атомную станцию, потому что это опасная технология. Вообще-то атомная энергетика, технология прошлого века, от нее в мире большинство стран отказываются. Ну, такие страны, как Россия, Индия, Китай, все еще продолжают в эту игру играть. Конечно, это плохо, но вернусь к опасности. Так вот, в Германии был проведен анализ, насколько опасно жить рядом с атомной станцией. И исследование — это просто список людей, заболевших. Это не теория, это практика. Там у них есть в городе Майнц, есть федеральный регистр раковых заболеваний. Каждый новый случай выявления раковых заболеваний идет, учитывается. Они молодцы, немцы хорошо работают с документами. Так вот, исследование
расстояний, на которых проживали дети, от атомной станции сделали следующий вывод. Риск заболевания лейкемией у детей, проживающих в 5 километрах, весь поселок попадает в 5 километров, примерно в 2 раза выше, чем у детей, живущих вдали от атомной станции. То есть, еще раз, лейкемия довольно редкая. Прямая зависимость. Да, прямая корреляция. И там они даже смотрели вот в 5 километрах в 2 раза выше, в 10 километрах в 1,5. И эффект был у них там в Германии до 50 километров заметен. Но там уже на проценты. Ну, каждый процент – это жизнь. То есть, тут такая, знаете, вот лицензия на убийство. Тебе дают атомную станцию, в ней строят вентиляционную трубу, через нее идет радиоактивный йод и другие опасные вещества. И это допускает, что кто-то умрет раньше, чем... Ну, понимаете, любая человеческая деятельность связана с рисками. Мы это знаем, мы это понимаем, но здесь речь идет о том, что на слушаниях-то сами атомщики про это не говорили. Почему я называю слушание рекламной акцией? Если бы это было честно, то они бы должны были четко вот сказать, вот плюсы, там рабочие места, электроэнергия, какие там еще плюсы, не знаю, минусы. Выбросы, риск аварий, радиоактивные отходы. У них этого не было. Андрей, вам удалось вот в эту сторону осветить, довести до жителей, выполнить вот эту часть? Ну, знаете, удалось или нет, снова скажу. Посмотрите, да, разместите подсказку. Мне 2 раза давали слово, потому что там два разных слушания. Да, я, собственно, это и попытался. В этом была моя роль, потому что, ну, если тебе дали слово, сидит 60 человек, там 2 министра в зале сидели. Я вот это успел. Но очень коротко и быстро упомянуть, вы поймите, за 5 минут аргументированно, подробно, со ссылками на документы сделать, конечно, ничего невозможно. Про 6-ю статью сказал. От министров Республики Саха-Якутия реакции не последовало. Я вот напрямую к ним не обращался, но они были в зале, могли бы среагировать, если бы... Я предполагаю, что я тоже могу ошибаться. Вдруг что-то не так, вдруг уже там Конституция поменялась или атомная станция без отходов будет. Нет. Министры сидели, слушали, реакции не было. То есть эти 2 министра, а мы сейчас скажем, что за министры, да, они не могут уже сказать, что они об этом не слышали. Да, они об этом слышали. Да. 100%. Да, давайте покажем. А есть фотографии, там просто вот они сидят, внимательно слушают. Кстати, хорошо, что приехали, я думаю, им полезно. Молодые ребята, хорошие впечатления представляют. Но снова вопрос у меня к ним, насколько они понимают, что атомщики разыгрывали спектакль. Насколько министры понимают, что есть другие способы. Вот давайте конкретно. Вот поселок Усть-Куйга, месторождение Кючус, если его надо разрабатывать, а тут большие вопросы, надо или нет, как его можно еще запитать электроэнергией? Угольный завоз дорого и грязно. Ну, давайте, сейчас поселок топится углем, там небольшое потребление, для поселка, может быть, это нормально, для большого месторождения плохо. Ветровая энергетика, к сожалению, там не очень стабильные ветра, гидроэнергетики, реки замерзают. Что забыли? Да газ забыли. Вот атомщики забыли, потому что на слушаниях обязаны рассматриваться альтернативы. Я им на это указал, они говорят, нет, мы не должны рассматривать альтернативы. Ну, по положению об оценке воздействия должны быть другие способы решения проблемы, то есть энергообеспечения. Я знаю, что у газовиков есть теперь технологии, вот они недавно появились, последние 5 лет, доставки сжиженного природного газа, СПГ. Да, СПГ такими, ну, большими, я не скажу цистернами, контейнерами. Ну, короче, надо спросить у «Газпрома», есть ли у них судно, тысячник, который они подгоняют просто в навигацию в Усть-Куйгу, ставят на реке Яна, да, и снабжают, потом меняют эти самые, да, вот эти вот, ну, фактически такие огромные баллоны, я не знаю. Короче, суда, газовозы существуют, мы это знаем. Да, это сколько-то стоит, потому что требуется процесс регазификации. Газ в Якутии свой. Вы его гоните в Китай, что же для Усть-Куйги, что ли, не хватит? То есть вот здесь, мне так кажется, роль правительства, роль министерств. Министры не должны идти на поводу у Росатома, или у Газпрома, или у, я не знаю, чего там хрен прома. Они должны честно и понятно оценивать и экономический фактор, и экологические риски, ну и социальные. И я вам скажу, я не увидел понимания, я не увидел с их стороны вот. Могли бы сказать в своем выступлении, что хорошо, вы слушание провели, мы также обратимся к газовикам, посмотрим, что они предложат. Ну, не было такого. Росатом находится в несколько привилегированном положении, все же это государственная корпорация, когда они хотят зайти в новый регион, а Якутия для них, несмотря на то, что добыча урана здесь была, такой регион новичок, они, конечно, заходят с той карты, что все там решено на федеральном центре. Это вертикаль власти. Ну, мы не должны от этого страдать. Смотрите, есть же еще вопрос экономический.
Вот мне ближе, конечно, экологически, наверное, к этому вернемся, но экономика здесь не бьется. Электроэнергия вот этой маленькой атомной станции, она так называется официально, атомная станция малой мощности, ну, для краткости буду говорить, маломощной атомной станции, она крайне дорогая. На этом Росатом обжегся с вот этим скандальным проектом плавучей атомной станции, которая сейчас в Пивеке работает, удешевления электроэнергии там нету. И могу сказать, что про Пивек есть великая цитата одного из министров. Тогда Герман Греф работал министром в правительстве. Он сказал, электроэнергия в 7 раз дороже любой другой. Эта станция никогда не окупится. Это не экологи сказали, потому что у нас нет доступа к первичным документам. Это никто не опровергал, Росатом не сказал, нет, Греф не прав. Ну как против министра-то? Поэтому электроэнергия будет дорогая, электроэнергия будет монопольная, лицензия на месторождение Кючус еще не разыграна. То есть, понимаете, в чем еще? Вот я вижу такой элемент большой игры. Вот, предположим, добыча золота на Кючус выгодна. Я не знаю, может быть. Предположим, это месторождение кому-то надо. Как нужно осваивать месторождение? Сначала разыгрывается лицензия, у месторождения появляется хозяин. Хозяин говорит, вот смотрите, у нас будет такая-то технология, нам нужно столько-то мегаватт электроэнергии. И уже хозяин месторождения объявляет конкурс, кто хочет. Газпром, Росатом, Росветер, кто там еще? Уголь, давайте, предлагайте свои проекты. Нам нужна стабильная генерация такой-то мощности. Этого не было. Мы не знаем, по какой технологии будет разрабатываться Кючус, мы не знаем, кто будет его разрабатывать, мы не знаем, какая потребность будет у золотодобытчиков. И вполне возможно, что вот эти 55 мегаватт, это довольно станция маломощная, но для такого одного объекта, для изолированной энергосистемы, эта мощность может оказаться избыточной, то есть энергия будет не востребована. И там отсутствие сетей, это же изолированная энергосистема. И там избыток энергии не будет благом. Вот здесь, где можно энергию продать, спрос есть, избыток энергии – это хорошо. В изолированной энергосистеме это значит, еще хуже будет перспектива окупаемости вот этой вот маломощной атомной станции. И Билибинская, ну давайте посмотрим, есть же опыт эксплуатации в Арктике небольшой атомной станции именно для снабжения промышленного района. И мы видим то же самое. Крайне убыточная атомная станция. Я прям там с трибуны цитировал Булата Нигматуллина, заместителя министра, который говорил, что Билибинская станция датируется на 60%. То есть вот 40% они окупаются, 60% идут дотации. Вопрос, кто за него платит? Вот кто платит за убыточную атомную станцию? Версия. Мы с вами. Вот плачу я, вот беру кошелек, и у меня, поскольку я плачу налоги, а Росатом государственная корпорация, она у меня просто вот руку я ощущаю. У меня деньги из кошелечка-то отбирает, ну точнее из налогов, которые я сдаю. А деньги налогоплательщика могли бы пойти на что-то более разумное, чем датирование убыточной генерации, которая нафиг там нужна. Да что угодно, вон мост через Лену постройте, да, те же налоги. Ну мы же граждане должны решать, как налоги расходовать. И тут следующая такая вот зацепочка, чисто российская фишка. У нас монополия атомная. Росатом не просто государственная корпорация, она монополия на производство электроэнергии при помощи энергоделения ядер урана и плутония. У нас нет частной атомной энергетики, слава богу, но Росатом не по-честному конкурирует с другими генерациями. Вот снова вот ту идеальную ситуацию, которую я описал, что сначала золотодобытчики получают лицензию, потом говорят о своей технологии, говорят о своих потребностях и подгоняют, что им выгоднее. И по деньгам, а мы следим, чтобы не было там грязного угля и чтобы не было грязного атома. А может это все делается для того, чтобы выиграла организация, близкая к Росатому? Вот тут и возникает хороший вопрос. Есть Росатом, это спрут, у него очень много щупалец, и есть такое подразделение, называется Атомредмедзолото. Понятно? Потому что уран, вот Иликонское месторождение, к нему вернемся, он идет часто вместе с золотом, не всегда, но бывает такое. И вполне возможно, что Атомредмедзолото, я видел в прессе от них заявление, что они заинтересованы. Ну, сейчас все это вежливо говорится, потому что это же конкурс, это же деньги, это закрытые конверты, кто больше предложит. И я так понимаю, что атомщики создают себе благоприятные условия. Они выиграют в любом случае, если атомная станция будет реализована, и золотодобытчик будет не из Росатома. Но они загонят ему монопольную цену. Загонят монопольную цену, и Кючус умрет. Просто там не будет... Ну как, что же они будут покупать по той цене, которая есть у монополиста, да? То есть вполне возможно, что это снизит рентабельность золотодобычи, и этот проект не реализуется, что, в общем-то, наверное, хорошо.
А если сами выиграют, то они могут поставлять по внутрикорпоративным ценам. Ну, ты член госкорпорации, ты член госкорпорации. И вот Надо эти, поддержать, да? ну, вот эти корпоративные сговоры, корпоративные шашни, они часто Ну, противоречат это наше интересам России. предположение, но все-таки они как-то имеют основания, да? Но мы должны наблюдать. Вот сейчас за конкурсом лицензий надо серьезно наблюдать, надо послушать. Я знаю, что золотодобытчики, ребята, не такие открытые, все же такой бизнес довольно серьезный. Посмотрим, что будет происходить. Не исключаю, что да вообще могут эту станцию и не построить. Вот я уже говорил однажды, что есть огромный список объектов, по которым вот так же слушания прошли, а станция не построена. Вот Нижегородская атомная станция, село Навашино на реке Ака. Слушания были, все тоже там как-то протестовали, другие одобряли. Лицензия получена, атомная станция не построена. Денег нет, невыгодно. Костромская атомная станция, город Буй, Костромская область. Там даже в советское время вырубили лес, уже вот площадку расчистили. Сейчас уже в 2000-х слушания прошли, лицензия есть, никто атомную станцию не строит. Никто атомную станцию не строит. Нерентабельно? Конечно, с экономикой. Росатом, понимаете, им же нужны дотации. Они должны как бы доказывать правительству: дайте денег нам, а не пенсионерам, не на мост через реку Лену, да, в Якутске. Как они это делают? Они говорят: вот смотрите, у нас есть слушание, у нас есть поддержка населения. Мы готовы начать стройку, мы вот готовы, ну, денег нам дайте. Иногда это работает. Вот еще интересный, расскажу пример. Калининградская область. Тоже изолированный от России, да, эксклав между Польшей и Литвой на Балтийском море. Росатом там начал строить атомную станцию. Они называли ее Балтийская атомная станция. И около миллиарда наших с вами денег туда в бетон ушло. И потом они такие сказали: нет, мы не будем достраивать, дешевле не достроить. И не достроили. Дешевле бросить миллиард, да, чем достраивать. чем достраивать и потом эксплуатировать этот убыточный объект. Кто нас слушает? Не судьба была? Вот смотрите, вы просто загуглите: Балтийская атомная станция. Просто посмотрите, ведь все, что я говорю, легко проверяется. Нижегородская атомная станция, слушание, заявление Росатома: завтра начнем строить, дадим там рабочие места, налоги. Пустышка. Так что здесь лучший сценарий будет, что Кючус будет разыгран до того, как будет принято решение о строительстве атомной станции. А решение пока не принято. Слушание — это одна ступенька для того, чтобы получить лицензию. Может быть, еще лицензию не дадут. И тогда, может быть, совершенно безъядерный сценарий здесь останется. То есть руки не надо опускать. Единственное, что, конечно, надо как-то выражать свое мнение. Вот я на слушание ездил, смог попасть туда, здорово. Другие люди подписи собирают против станции. Третьи ведут информационную кампанию. Здесь я вижу, экологическое движение так взбодрилось, потому что вот этот опасный проект, свалившийся буквально там из ниоткуда, он, конечно, шокировал многих. Я со многими разговаривал здесь, и экологами, просто активистами. Люди Андрей, вот к этим слушаниям все-таки население выступало ли оно? Мы знаем, что там собирались подписи, там то ли 348, то ли сотни людей там, по-моему, подписались о том, что они категорически против строительства атомной станции у себя рядом. Вот. Ну вот, к большому сожалению, никто из этих сотен людей до слушаний не доехал. Связано это с транспортными проблемами. Потому что, там же огромный муниципалитет, Усть-Куйга депутатский 250 километров, Усть-Куйга казачья по реке там 150 километров. Людям сложно было добираться в эту Куйгу. К моему большому сожалению, ни один человек вот эти подписи на слушаниях о них не рассказал, не показал, не передал в президиум, не попросил приложить к протоколу. Это большая ошибка, конечно, надо было, чтобы хоть кто-то это сделал, но это не моя была роль, я не местный житель. Там исключительно жители, да, Устьянского улуса эти подписи собирали. Они посылали, я знаю, многие люди посылали письма протеста в администрацию, организаторам слушаний. Никто ни одного письма не зачитал. Вот что хотите, делайте, не вот про эти сотни подписей, не возражения, но есть тут У вас же есть аудиозапись? Да, у меня полная аудиозапись, чтобы они не шельмовали, а были случаи, когда аудиозаписи подчищали, но это отдельный вопрос. Было письмо, заслуженный эколог Республики Саха-Якутия Киприянова писала, да. Про то, что я знаю, известный человек Чемчоев писал. Ни одно из этих писем организаторами слушаний не было ни зачитано, ни даже упомянуто. Значит, так слушания проходили. Я просто рассказываю, как оно было. Поэтому, к сожалению, протесты на самих слушаниях ограничились моим выступлением. Но я скорее информировал, чем протестовал. Не моя же задача там с плакатом стоять.
От нас, вот от экологов республики, туда выезжал директор Института биологии Хлопков Иннокентий Михайлович. Вот, и он отстаивал экологическую безопасность. Слушайте, ну Иннокентий Михайлович постарался свести все к цирку, к абсурду. Вот он выступал, любому, кто записался, давали слово, то есть тут у меня претензий к организации нету, я честно об этом скажу. Так господин Охлопков решил сыграть такого шута. Он, реагируя на мое выступление, сказал примерно следующее: ну так у нас регион йододефицитный. Это когда вы говорили про то, что вот Да, йоды да, про выбрасываются, выброс йода. Он после меня просто выступал по очереди, да, говорил, регион йододефицитный, может быть, выбросы йода будут полезны. Услышать это от ученого для меня было шок. Это уровень, знаете, даже не кухонных разговоров, а вот алкоголиков, которые допивают в скверике недопитые бутылки, вот они верят в то, что там рептилоиды прилетят с планеты Нибиру, и в том, что радиация полезна. Так вот, господин Охлопков сказал, что, может быть, выбросы радиоактивного йода полезны, и также сказал, что радиация повышает потенцию. Я не знаю, почему он заговорил о потенции. Мужчин? Ну да, он с трибуны вот так вот говорил. Вот поймите, это снижение разговора. Ну, это вообще директор нашего одного из ведущих институтов. Ну, ребят, это чьи проблемы? Такая вот наука. Я увидел цвет науки Республики Саха-Якутия. Может быть, других ученых-то нету, если такого послали. Может быть, у него какая-то была заинтересованность, потому что я знаю, что он как-то начал активно выступать там в соцсетях, там на меня там наезжать. Кстати, от него я вот тоже хотел сказать, что от нового уважаемого человека я слышал о том, что вы, ну, во-первых, там, что вы там чуть ли не американский резидент, во-первых, во-вторых, что тот союз, социально-экологический союз, его не существует, что он уже там типа де юре закрыт или там что-то с ним случилось. Не могли бы тоже об этом? Вот эти две вещи: шпионы и, значит... Союз. Ну, мне странно представить шпиона, который в открытую приезжает на слушание. Мне кажется, это вот уровень такой же: радиация полезна для потенции, шпионы ездят на слушание. Шпион — это человек, который ведет работу довольно скрытно, себя не засвечивает. Ну, насколько я знаю по шпионским романам. Никакого отношения к Соединенным Штатам Америки, к любому другому иностранному государству я не имею. Никаких финансирования? Гражданин Российской Федерации. Финансирование сейчас контролируется органами, очень сильно за этим следят. Я когда-то давно написал статьи для научных журналов, я получал деньги из-за рубежа, но это в открытом режиме работало. Да, то есть это все видно, никакого такого, знаете, такого вот проникновения не было. А вообще вот этот наезд, он очень характерен для такого вот, знаете, провинциального типа сознания. Если ты не можешь критиковать идеи, которые человек высказывает, нападай на личность. Это такое, знаете, хамство. Вот снова, окей, приехал к вам американский шпион, говорящий на плохом русском языке, и вам сказал, атомная станция выбрасывает йод-131. Вам что надо проверять, шпиона или выбрасывает или нет? Так откройте документ, посмотрите, выбросы йода есть, выбросы йода опасны, радиоактивного йода. И они никак не могут быть полезны. В йододефицитном регионе, я вот важную вещь скажу, дополнение, выбросы в атмосферу радиоактивного йода опасны особенно, может быть, 10-кратно. Ну, может быть, 5-кратно надо смотреть. Потому что организм, когда он будет из этого выброса больше получать йода внутрь, йод будет оседать в щитовидной железе, будет операция щитовидной железы. Посмотрите, как в Беларуси это происходит. Беларусь от Чернобыля пострадала, от того же йода. Когда женщина с перерезанным горлом, там просто каждая вторая щитовидка удалена. Это страшное заболевание. Так вот, вернемся к стилю ведения дискуссии со стороны господина Охлопкова. Российский социально-экологический союз. Организация зарегистрирована. Я попрошу показать свидетельство о регистрации. Любой более грамотный, чем Охлопков человек, может просто пойти в единый реестр юридических лиц и найти эту регистрацию. То, что он рассылает, это закрытая общественная организация советского времени. Я немножко расскажу историю своей организации. Вот был Международный социально-экологический союз, возникший в 80-х годах, ну, после Чернобыля, да, в 87-м году у нас вот такое вот учредительное собрание было. Я тогда был студентом, в этом не участвовал. Как организация Советского Союза, экологическая. Вот мы боролись против переброски сибирских рек, помните? Да. За остановку испытаний ядерного оружия, потому что взрывы ядерные, ну, на Новой Земле приносили огромный ущерб, тоже выбросы тех же самых радионуклидов. Была сетевая огромная организация, потом Советский Союз развалился, и организация была
рассыпалось, стали отдельные социально-экологические союзы, вот в Таджикистане есть, вот в России есть, и мы вынуждены были перерегистрироваться. Поэтому то, что Охлопков рассылает, это свидетельство о том, что вот тот Российский социально-экологический союз, существовавший в рамках всесоюзного, да, он действительно закрыт. Там даже видно, директор Забелин, сейчас Забелин не является директором Социально-экологического союза. У нас другая организация, полное ее название Социально-экологический союз, там буковка «Р», она из того, что свидетельство о регистрации, это общероссийская общественная организация. В 2 клика любой человек найдет наш сайт, увидит, что организация работает, новости идут. Я еще одну вещь скажу. Ну, если бы и была не зарегистрированная организация, что это меняет в опасности атомной станции? Ну хорошо, я в России... Иннокентий Михайлович просто пытается найти все вот эти точки, чтобы вашу значимость уменьшить и сказать, что вот атомная станция это благо и... Иннокентий Михайлович, те, кто против, это враги. Я же не буду рассказывать, какие деньги вы получаете из Росатома. Ну, я просто не знаю. Я предполагаю, что такое можно. Ну, почему вы действуете как агент Росатома? Имеете на это право. Но давайте спорить о сущности. Приведите научные доказательства, что выбросы йода радиоактивного будут полезны в условиях йододефицита. Просто ссылки на работы. Не надо самому ничего делать. Вы человек научный, вы понимаете. Мы общаемся через реферируемые научные журналы. Вы заявили публично и не отозвали свое заявление, что радиация в малых дозах повышает мужскую потенцию. Давайте научные исследования. Давайте, я хочу посмотреть ту группу испытуемых, которых травили радиацией и измеряли потенцию. Да нет, сам он не должен выступать вроде испытуемого, у него уровень не совсем тот, который бы подошел бы. Поэтому давайте так, вести дискуссию с переходом на личности – это признание своей неправоты. Мне очень приятно, что такой человек, как Охлопков, так себя проявил. Ну вот, когда снова, еще раз, есть серьезные технические проблемы. Мы об этом говорили, мы с атомщиками, я в нормальном диалоге, они вот таких хамских нападок вроде как в последнее время не допускали. Там было пару раз, когда были заказные статьи, посмотрите в интернете, там действительно все это есть. Шпионом ты вас... Да, но это одна статья, я даже не стал обращать внимание, потому что мог бы подать в комиссию по информационным спорам. Я подумал, мне она осталась там для коллекции. Но есть сотни других, я в довольно серьезных изданиях публикуюсь. Ну, посмотрите, Nucleonics Week, издание атомной промышленности вообще-то. Им иногда интересно мнение критиков, не так часто, но несколько публикаций у меня там было. Вот. Так что ждем внимательно от господина Охлопкова сведения о повышении потенции. Может, он на себе как-то это проверял, пускай нам расскажет. Иннокентий Михайлович оставим в покое. Но нет, мне очень нравится, когда противник нервничает. Вот если бы атомщики были в себе уверены, все было бы нормально. Ну вот аргумент про йод. Они бы могли продолжить этот разговор с цифрами, с фактами. Мы бы... Растоптать вас там. Не надо меня топтать. Надо приводить не эмоциональные, не вот такие вот, не относящиеся к делу, не уводить от основной дискуссии. Вот, поэтому, пускай безумствует, мне это нравится, буду радостно об этом наблюдать. Реагировать не буду. Вы сюда приехали, вот ваша поездка, вот все задают вопрос, кто финансирует вашу поездку сюда? Я купил билет сам. Можете проверить баланс моей карточки. Я преподаватель физики. Вот вчера такой есть человек в России, Владимир Владимирович. Он общался с населением, да. А до этого, несколько лет назад, Путин сказал, что зарплаты преподавателей выше, чем средние по стране. Ну вот я такой преподаватель. У меня есть деньги. Но вас какая-то экологическая организация поддерживает? Российский социально-экологический союз меня не поддерживает. Общественная организация Российский социально-экологический союз является сетевой структурой. Мы не получаем деньги ни от российских предпринимателей, ни членских взносов даже нету, ни тем более денег из-за границы, иначе бы давно нас записали в какие-нибудь там неприятные списки. Мы именно сетевая структура, мы сообщество единомышленников. Это не организация, у которой есть бюджет и которая делает какие-то проекты. Так что здесь все спокойно. Так, а вы сюда приехали, это, наверное, не единственное место, где вы вдруг захотели приехать, защитить? Да нет, не единственное. Могу вам рассказать, замучитесь ссылки расставлять в подсказке. Я живу в Подмосковье. Рядом со мной есть город Электросталь, в нем расположено одно из 2 предприятий России по производству ядерного топлива. И на слушаниях мне сказали, да, ядерное топливо для вот этой вот якутской маломощной станции, если она будет построена, будет производиться в Электростале. Я со своим прибором, с радиометром ходил вокруг
этого предприятия нашел две зоны радиоактивного загрязнения. Одна ручей, он безымянный, Б2, вытекает прямо с площадки хранения радиоактивных отходов, ручей радиоактивен. На протяжении 2 и даже более километров, сейчас не вспомню, довольно серьезные превышения по берегам ручья. Само болото радиоактивное, из которого ручей вытекает, а рядом в лесу мощность дозы доходила до 100 микрозиверт в час, переведу, 10 тысяч микрорентген в час. 10 тысяч микрорентген в час в подмосковном лесу, потому что это предприятие выпускает топливо для атомных станций России и всего мира. Атомная энергетика – вещь грязная. И моя задача – открывать людям глаза на это. По дороге сюда, как вы правильно завели разговор о деньгах, конечно, просто так лететь довольно дорого. У меня была остановка в Новосибирске. Не будем называть компанию, у них там хаб, там можно делать пересадку. Я погулял также в лесу, рядом с вторым предприятием Росатома, Новосибирский завод химконцентратов. А он не химконцентрат выпускает, он ядерное топливо выпускает. Атомщики вот так вот. Вот кто шпионы. Это не секретная информация? Это на их сайте написано. Я к тому, что вот кто настоящие шпионы. Нет, назови Новосибирский завод по производству ядерного топлива. Ну, все и так знают. Так вот, у них есть хвостохранилище, уже за пределами города, ну, близко к границе. Я прошел с приборами, да, прибор вам могу показать. Вот так вот выглядит детектор. Он чувствует радиацию, сбрасывает на телефончик. И прошел по лесу, увидел луг. Ну, я вам скажу, примерно 200 метров на 20 метров. Вот такой вот участок радиационной аномалии от 0,3 до 0,75 микрозиверт в час, то есть 30-75 микрорентген в час. Не то чтобы какие-то очень огромные показатели, но везде в других местах 0,08. Вот смотрите, 0,08-0,1, а тут раз 0,3, а потом раз 0,7. Да? Это означает, да, что что-то там протекает. Что-то там не так, будем с этим разбираться. Вот в этом моя роль. То, что атомщики скрывают, показывать. Показывать при помощи приборов. Прибор не обманешь. Любой другой человек, вот, может... Он постоянно работает? Сейчас выключен, но могу включить. Вот, любой человек может прийти с прибором в указанное место, ну вот в котором была обнаружена радиационная аномалия, так это называется на официальном языке, радиационная аномалия, и проверить это, может государственный орган это проверить. И давайте, может быть, про ту радиационную аномалию, которую я здесь в Якутии нашел. Да, кстати. Я съездил на поезде, билет купил за свои деньги, 1400 рублей из Бестияха в Томот. Вот, съездил в Томот. Это зона гигантского эльконской группы месторождений. Около 600 квадратных километров по официальным данным. Там сложные руды. И в 80-е годы, а месторождение было открыто в 60-е годы, в 80-е годы была начата пробная добыча. И я посетил то, что даже вот на открытых картах написано отвалы шахты номер 2. Ну, давайте попробуем. Я понимаю, что сейчас довольно плохие условия видимости. Не, вот так вот посмотрите, когда видно. Вот здесь фон 0,05. Вот у меня в одной руке и прибор, и детектор. Bluetooth работает. 0,05 микрозиверт в час. Ну, чтобы слушатели на всякий случай понимали, о чем идет речь. Видно что-нибудь? Вот. Это обычный, ну, бывает 0,08, бывает 0,1, не надо этого как-то, таких небольших колебаний скрывать. Вот. Что представляет собой отвалы шахты номер 2? Это гора щебня. Удалось? Вот. Гора щебня. Я попрошу тогда показать вот какие-то фотографии. Да, фотографии я сделал. Из 2 штолень вынималась порода с глубины несколько сотен метров, насколько я понимаю. То есть довольно тяжелая работа была проведена. И объем породы вынутый, ну, около сотни тысяч тонн. Я сначала думал миллион, но миллион по всем объектам. Вот в одной шахте, вот моя оценка, может быть 1-2 сотни, может быть чуть меньше сотни тысяч тонн. Вы посмотрите, это гора высотой метров 20 и с разной там несколько сотен метров длиной, да, несколько десятков метров. Ну, так она по склону идет. И вот мы запомнили, здесь было 0,05, там было 12. Целых? Да. Вот давайте еще раз. На что надо умножить 0,05, чтобы получить 12?
Ну, 0,05, чтобы получить 1, надо умножить на 20. 250. Правда? Да. Где-то 250. Вот. И там еще на 12. То есть 20 на 12 в уме не очень. Ну, в общем, более чем в 200 раз. Согласимся? Согласимся. Существенные превышения, давайте я еще раз эту цифру проговорю, там одна площадочка, она от 8 до 12 микрозиверт в час. Ну, берем среднюю, берем 10 микрозиверт в час умножаем на 100, получаем ровно 1000 микрорентген в час. За нами наблюдает. Вот, 1000 микрорентген в час, хорошая цифра, и проблема там не в том, что где-то на склоне горы валяются вот эти вот опасные вещества, в том, что нету ни одного знака радиационной опасности. Знак мог бы быть. Нету ни одной таблички, предупреждающей о том, что это не место для пикников. Вот, к моему удивлению, я там увидел следы посещения человека. Там валяются пивные банки, я не знаю, кто и как туда попадал, может, охотники какие-то. То есть это вот снова не маркированное место размещения тех самых радиоактивных отходов, хранение которых запрещено 6 статьей. С 80-х годов они там лежат. Правительство республики. А правительство республики Саха-Якутия Должно среагировать. у вас на территории, вот мною обследовано, выявлено, как выявлено, оно давно известно, в госдокладах, посмотрите свой же госдоклад, государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Саха-Якутия за 19 год, за 20 еще не опубликован. Там все это написано. Там написано, что есть вот эти вот самые склады пород. Давайте я даже зачитаю, прям вот цитату оттуда, мне очень нравится, потому что она правильная. Итак, госдоклад. Штабеля породы. Мощность дозы до 12 микрозиверт в час. Случайно совпало, потому что вот у них написано ровно то, что я. Разносится ветром на сотни метров, водой на расстоянии до 2 километров, а там снизу эти породы подмывает ручей. Цитирую. Процесс разработки золото-уранового месторождения сопровождался формированием рудных штабелей, отвалов вскрышных пород, карьеров и значительно увеличил площадь территории с повышенным радиационным фоном. Подтверждаю, повышенный фон. В настоящее время отработанные рудные штабеля стали источником радиационного загрязнения природной среды. Еще раз, это правительственный доклад. Это не экологический доклад, правительственный. Никаких действий. Поставить там 2 знака радиационной опасности не стоит нисколько. Нужно, да? Вот, знаете, и устранить если долго обсуждать, во-первых, нужно признать проблему. Я очень надеюсь, что в ответ вот на мою деятельность будет какая-то реакция. Я направлю эти документы в ближайшее время в правительство, чтобы у них было на что реагировать. Именно от имени программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза, зарегистрированной российской общественной организации. Так вот, что можно с этим делать? Первое, информировать население знаками и провести разъяснительную работу из серии «Туда не ходи, там реально плохо». В чем опасность? Опасность есть еще, что этот щебень, а он уже готовый, он уже сложенный, его не надо взрывать, добывать, может быть использован для отсыпки дорог. Я проверил дороги в самом поселке Томот, я не нашел серьезных отклонений, но вот дорога от вот этих заброшенных шахт к поселку Безымянный, там был такой поселок геологов, там на одном из поворотов есть существенное превышение. Не такое вот огромное, но есть подозрение, что эта щебенка использовалась по незнанию, может быть, из-за отсутствия приборов, да, использовалась для отсыпки дорог. И эта опасность сохраняется, там рядом золото добывают, а золото идет, как тут сказано, вместе с ураном. И вот те ребята, кто добывает золото, там лунное месторождение, да, они тоже могут щебенку использовать и для своих дорог внутри предприятий, да и сотрудники там дышат. Вот представляете, они взрывают скалу, летит мелкая дисперсная пыль, если в этот момент люди не используют серьезные средства защиты и просто не отводятся на большое расстояние, не ждут, пока пыль осядет, не производится пылеподавление это разбрызгивание просто хотя бы воды, то люди просто в легкие получают урановую пыль. Носителями его. Получаешь в легкие урановую пыль, совсем другой коленкор. Вот смотрите, я погулял по этим отвалам. Да, я получил внешнее облучение, если я ничего не вдохнул, я оттуда ушел, у меня проблем нет. Тот, кто вдохнул в легкие, получает облучение внутреннее. Там нету барьеров, ни воздуха, ни кожи, который защищает от альфа-излучения, кстати. Одежда защищает от альфа-излучения, а уран альфа-активный. Когда уран в легких,
Вот это снова чернобыльская вещь, когда на снимке, на рентгеновском снимке звездное небо вместо косточек и снимка легкого. Это ужасная вещь. Люди, работающие сейчас на золотодобыче, должны иметь, во-первых, ну, какие-то приборы. Это должно происходить под радиационным контролем, да, куда я его делал, уже забыл. Вот, да. Прибор не бог весть какой, не так дорого стоит. Вот этот прибор стоит 20 тысяч российских рублей, да, программу бесплатно скачиваешь, и мастер участка может сам хотя бы примитивный радиологический контроль осуществлять, и хотя бы смотреть, чтобы щебенка с повышенной радиацией не вывозилась куда-то за пределы вот, промышленной активности. Но вернемся к этим горам радиоактивных отходов. Что можно сделать? Исключить размывание, исключить пыление. Как это сделать? Очень просто, ведь пыление не только для радиоактивных веществ проблема. Есть пыление отвалов, ну вот я знаю на Кольском полуострове там отвалы апатитской фабрики, апатитонефилиновой обогатительной фабрики. Их закрепляют, разбрызгивая жидкий полимер, который схватывается и не позволяет ветру эту пыль поднимать. Пленочка закрывает. Да, просто нужно несколько человек с разбрызгивателями, которые бы покрыли вот эти вот горы урановых отходов полимерчиком. Это можно сделать сейчас вообще до зимнего сезона. Вот так, чтобы под снег все это ушло хотя бы чуть-чуть связано. Это не панацея. Что совсем хорошо, могу рассказать. Есть примеры брошенных отходов радиоактивных. Ну, например, в городе Кирово-Чепецк. Там что было сделано? Там над горой отходов был сделан, там 440 тысяч тонн. 440 тысяч тонн радиоактивные отходы Кирово-Чепецкого химического комбината. Хотите, посмотрите, погуглите, страшная история, потому что это прямо вот в городе, ну, на границе города, но технически в городской черте. Здесь это далеко в тайге, там, конечно, менее опасно, чем в Кирово-Чепецке. Так вот, что сделали? Многобарьерный экран из природных элементов. Засыпается сначала инертным материалом песком. Песок хотя бы экранирует немножко излучения. Потом геотекстиль, ну, толстая пластмасса, которая используется при строительстве дорог, например. Потом снова дренирующий слой, песок, щебень, потом глина. Глина не пропускает атмосферные осадки, потом можно снова песочек засадить кустиками, и мы получаем, что эти отвалы, ну никуда же ты их не увезешь. А куда их увезти? С одного места на другое зачем? Что эти отвалы могут быть законсервированы на местности. Никак их не утилизировать, это отходы, они никому не нужны. Это ненужная вещь, это вот такая отрыжка атомной промышленности. То, что она здесь есть в Якутии, то, что об этом ну как-то не так хорошо известно, ну просто потому, что это далеко. Вот посмотрите снова подход властей какой. Ну подумаешь, там Эльконское месторождение, это далеко. Там Алдан какой-то, там мало народу. Точно такой же подход к атомной станции. Ну подумаешь, Усть-Куйга, поселок 700 человек, это далеко, 1000 километров там от столицы. Да ну если там и бабахнет, до нас не долетит. Ну, ребят, так нельзя. Законодательство российское не предполагает деление людей на людей первой, второй или третьей категории. Там вот нигде не сказано, что житель Тамота может подвергаться дополнительному риску облучения из-за того, что урановая щебенка лежит неприкрытой и размывается, разносится ветром. Ну, нигде такого нету. Поэтому тут, мне кажется, наша позиция очень простая. Мы за открытость информации. А информация о радиации, вот радиация незаметна, а приборчики ее видят. Вот над этим мы работаем и над тем, чтобы были предприняты меры по минимизации негативного воздействия. Так что с этими горами отходов, первое, нужен реестр. Я же зашел только на отходы одной шахты, второй, да, там рядом третья, там рядом через несколько хребтов лунная, там несколько, вот официалы пишут, около 22 мест, которые готовятся к распределению, 7 мест уже распределены для добычи. То есть мы говорим о десятках мест, на которых уже осуществлялась пробная добыча, иначе откуда они знают, что там на глубине от 400 до 1000 метров вот эта вот урановая порода. И надо создать реестр пунктов хранения радиоактивных отходов. Дать им хозяина. Должно быть создано, ну, на мой взгляд, так было бы идеально, республиканское предприятие по хранению радиоактивных отходов Эльконского уранового месторождения. Дальше можно вот что сделать. Ведь я же понимаю, что весь вопрос в деньгах. Да, вот то, что я вам сказал, засыпать глиной, вот это все, это не так сложно. Но это стоит денег. В России существует федеральная целевая программа, называется «Ядерная радиационная безопасность», ФЦП-ЕРБ, куда может субъект федерации обратиться и сказать, вот у нас есть радиационно опасный объект. Ну, для этого он должен признать, сделать первый шаг, сказать, вот то, что Ажаровский намерил, действительно там этот уран лежит. Ну как, это объективная реальность. Придет не Ажаровский, тоже намерить, будет то же самое. Так вот, у нас есть радиационно опасный объект. Отходы находятся под открытым небом, не изолированы от окружающей среды, размываются,
разносится ветром. Мы просим федеральную целевую программу разработать проект и профинансировать минимизации воздействия этого опасного объекта на окружающую среду. И в Кирово-Чепецке, о котором я в третий раз упоминаю, там ровно так и поступили. Правительство Признало? Да, Кировской области сказала, слушайте, ну это там обанкротившееся предприятие было. Здесь примерно так же, да, с 80-х готов хозяина, в отходах нету. Вот, обанкротившееся предприятие, там бросило отходы. Кировская область говорит, федеральное правительство, помогите что-то с этим сделать, потому что там так же, как здесь, питьевая река, там, ну зачем это все загрязнять? Завалили глиной, поставили забор, поставили знаки радиационной опасности. Охранника я там не видел, но там была система защиты от проникновений. То есть, если кто-то туда полезет, ну зачем там лопатой раскапывать? Да, ну просто она простая, довольно дешевая, то есть даже не надо там держать охранника, он же облучаться будет. Так и здесь. Начать с признания проблемы, с установки знаков, это делается очень легко. Просто вот туда доехать, там местной администрации в Валдане, позвонить, сказать, сделайте по трафарету знак радиационной опасности, напишите хвостохранилище шахты номер 2, проход проезд запрещен, радиационной опасности. Все. Тогда, если человек, дурак, туда полезет, там потенцию повышать, как Охлопков посоветовал, ну, значит, он сам и облучится за свой страх и риск, но он будет проинформирован, по крайней мере, что туда ехать не надо, залезать не надо. Вот. Дальше хорошо это описать, а снова скажу, я не первооткрыватель. В государственном докладе описаны вот такие же отвалы соседнего месторождения лунного. Вся эта информация есть в правительстве. Перечислить, сколько этих пунктов, 20, 30, 10, я не знаю. Написать огромное письмо с приложениями исследований, с приложениями замеров. Обратиться в правительство с просьбой включить федеральную целевую программу. Это медленно будет. Я не говорю, что это вот сразу, но тогда, по крайней мере, власть выполнит свою функцию. А какая функция власти? Решать проблемы, которые население само не может. Населению там что делать? Просить их ведрами привозить туда песок? Да нет, конечно, не надо. То есть Андрей, нужен, конечно, проект. Что мешало, интересно, сделать это раньше? А это не ко мне вопрос. Вот что мешало мне сюда раньше приехать? Да, кстати, почему вы не приехали раньше? Вот виноват. Вот какой у нас интересный разговор. То что приехали. Кстати, вы приехали и вот, вроде как на днях анонсировали, что вы соберете интересующихся сторон, и что-то у вас пошло не так. Так сегодня, вот сразу после записи, да, через 1,5 часа. А до этого что-то? Нет, до этого было несколько встреч, все пошло так, все было хорошо. Это про сегодняшнее. Да. Вот смотрите, сегодня 1 июля, и я не только вот слушателям, да, подписчикам вашим, я действую в открытую, в том числе мероприятия открыты для государственников. Да. Мы объявили вчера о том, что проходит встреча с экологом Ожаровским, который расскажет о горах радиоактивных отходов, которые он обнаружил на Ильконском месторождении урана в Валданском Улусе. И я это буду делать сейчас. Но произошла очень интересная ситуация, что мы же должны арендовать зал, просто так сидеть на улице сейчас и неудобно, и вопросы могут возникнуть по поводу массовых мероприятий. Да. Пошли по официальному пути, довольно дешево зал здесь стоит, за 1500, вот в центральной гостинице, не буду ее называть, чтобы рекламу не создавать. Вон там он, на границе старого города. Все, я осмотрел залы, у них действительно есть дистанция, там часть кресел заклеена, чтобы соблюдать санитарно-эпидемиологическое законодательство, я не собираюсь нарушать закон. Есть проектор, кондиционер, все, мы договорились, заплатил 1500 рублей, это очень хорошая цена, у них как раз скидка была. И через 2 часа меня находят, говорят, да, зал был свободен вообще на весь месяц. Я видел журнал регистрации, нету спроса, не проходит там каждый день конференции, еще чего-то. И вот примерно в 2 часа я зал забронировал, примерно в 4 часа мне позвонили, сказали, мы вам отказываем, у нас там будет серия мероприятий, оба зала заняты, и вообще, я говорю, хорошо, перенесем на другое время, у вас на 2 часа занято, давайте на 8 утра. Нет, на 8 утра, на 8 вечера. Нет у нас на весь день мероприятий. Если хотите, пройдите в эту гостиницу, посмотрите. Я уверен абсолютно, что там никакой толпы людей нету. Такого не бывает, что гостиница меньше, чем за сутки не знала, что у них огромное мероприятие, оба зала заняты. На весь день? Да, на весь день. Причем, снова говорю, там была абсолютно честная служба. Сотрудники, они просто посмотрели журнал, сказали, да, все открыто, хотите сегодня, хотите завтра. Заказов нету. И кому вы мешаете? Хороший вопрос. Наверное, вопрос
как всегда, о деньгах. Ну, сейчас речь об Ильконском месторождении. Наверное, мешаю правительству республики, которое не хочет делать то, что я предлагаю, а именно запротоколировать места размещения отходов и обратиться в правительство федеральное, чтобы как-то профинансировали приведение этой горы отходов в какое-то нормальное положение. Вот я очень надеюсь, что это пожар не в той гостинице, где мы сейчас забронировали комнату для встречи. Ну, посмотрим. Да-да-да, я это сейчас не рассказываю никому, потому что я понимаю, что, ну, я увидел, что здесь в Якутии есть телефонное право. Когда после того, как мы анонс опубликовали, мы открыто приглашали людей участвовать. Да я не удивлюсь, что во время вашего мероприятия забегут пожарные. Ну, мы посмотрим, как вам сказать, вот такие действия, они, да вроде как бы наоборот показывают, что та информация, которую мы хотим предоставить, кому-то невыгодна. Что кто-то хочет поставить барьер, но мир поменялся, сейчас все интересное в интернете, у нас будет прямая трансляция в Zoom. Если во время прямой трансляции там будут какие-то неадекватные действия со стороны атомщиков или спонсируемых ими всяких там ваших этих агентов Росатома, но это всем будет интересно, я думаю. Будет. Андрей, а вот все-таки для тех, кто думает, да, пытается анализировать, так, вот Андрей Жаровский, он против, так скажем, развития атомной промышленности. Да, это так? Это так. Это первое. Так. Не представляете ли вы интересы какой-то другой энергетической альтернативы, которые бы... Я бы очень хотел представлять интересы энергетической альтернативы под названием возобновляемая энергетика. В России есть огромная проблема именно организационная. Вот смотрите, у нас есть Росатом, Роснефть, Газпром, Росветер. Но это подразделение там Русгидро, которым этот ветер... Там... Вот могу сказать, Россия сильно отстает в технологическом плане по использованию энергии солнца и ветра. Сильно отстает от таких стран, как Индия, Китай. Я уж не говорю Турция, не говорю европейские страны. Там доля возобновляемой энергетики вот в Германии, например, превысила 40%. Вот в конечном энергопотреблении. И это в основном ветер и солнце. Германия не самая южная страна. Мы отстаем, потому что у нас государственные монополии своими толстыми задами, простите, если кого-то обидел, прикрывают и не дают возможности на том же уровне конкурировать в возобновляемой энергетике. Вот снова, есть лоббист атомной энергии, Росатом. Он заходит в правительство, он вообще-то часть правительства, госкорпорация, и он свои интересы как это продавливает, пишет законы сам для себя. Вот закон о радиоактивных отходах Росатом написал сам для себя. Представляете, какой классный закон появился? Для них классный, а для нас вон горы отходов валяются, и ничего с ними не сделаешь. Так вот, в России, к сожалению, мы отстали, сидим в прошлом веке. Считаем, что вот уголь, нефть, газ и атом, уран, что это что-то хорошее. Да нет, уже нет. Уже мир поменялся, и если мы будем продолжать игнорировать изменения, а сейчас солнечная энергетика в южных районах, тут, к сожалению, про Якутию не могу сказать, в южных районах страны значительно дешевле, чем традиционная генерация. Ветровая энергетика в богатых ветром областях, ну, в Калининградской области, в Мурманской области, ну, понятно, где побережье, где хороший ветер, значительно дешевле, чем традиционная генерация. Да, есть неравномерность производства, но это тоже решается. Про атомную станцию я не говорил, она же тоже будет выключаться. Она там тоже... Да, кстати, я тоже вот об этом подумал. Да, она же через каждые 5 лет будет там выключаться. Это плановые отключения. Не говоря уже нештатной ситуации. В документах четко сказали, что они прогнозируют, что один раз в 2 года она будет нештатно отключаться автоматикой. Ага. Это очень серьезная вещь, потому что это даже оператор не будет знать. Это реактор настолько чутко настроена автоматика, но чтобы лишний раз не было Чернобыля, вот как мечтает Охлопков, лучше, чтобы не было, что лучше лишний раз заглушить реактор. И это соответствует международным показателям. Вот раз в 2 года каждый реактор в мире, неважно, в России, в Бельгии, во Франции выключается автоматикой, но в Бельгии и Франции резкое выпадение мощности решается сетевым маневром. То есть другая генерация перебрасывает из других районов А у нас кто будет? электроэнергию. У вас изолированный, там непонятно. Атомщики заявляли, что они будут строить такой же мощности резервную дизель-станцию. Опаньки, как интересно. То есть мы строим атомную станцию, которая может в минус 60 градусов неожиданно, по внутренним причинам, отключиться. Чтобы не заморозить месторождение, мы строим рядом такой же мощности, напомню, 55 мегаватт, не работающую. Вложения такие же. Но не используемую, не работающую. Где экономика? Так что мы получаем не 2 по цене одного, да, а 1 по цене 2.
работать будет атомная станция, рядом стоять дизельная такой же мощности, ждать, ну, подстраховывать, когда она будет останавливаться на перегрузку и останавливаться на эти. Они да. настолько заинтересованы в строительстве, что готовы даже дизельную такой же мощности потратиться на строительство. Ой. А давайте разбираться. Вот вопросы, которые остались. Кто будет строить инфраструктуру? В том, что обсуждалось, говорилось, что будет снабжаться даже депутатский за 250 километров. Кто ЛЭП строить будет? Нет, в смысле, кто, понятно, строители, за чьи деньги. А мы их дожимали вопросами, они сказали, нет, это будет строить Республика Саха-Якутия. Вот вам подарочек такой. Постройте ЛЭП 250 километров. Сейчас ее нету, и при Советском Союзе не строили. Ну, дорого. И опять же, ЛЭП там подвержена пожарам, там много сложных вопросов. То же самое с резервами. Резервные котельные для Усть-Куйги не нужны, они уже существуют. Там просто нужен запас угля, нужна дежурная смена, чтобы, если что, поднимало котлы. Вопрос. Вот при минус 68 с холодного состояния, за сколько вы затопите имеющуюся у вас резервную угольную котельную? Ответ: за несколько суток. Вопрос: что произойдет с поселком за 2-3 суток, пока не будет поставок тепловой энергии? Хороший вопрос. Ну, поселок оборудован печками, они не замерзнут. Но я про то, что вот впихивание вот этой маломощной станции в изолированный участок, да еще и в Арктике, риски умножает. Если бы эта станция действительно была такой вот безопасной, дешевой, экономичной, ну вы, разработчики, да, в Нижнем Новгороде они сидят, не Африкантово, но вы постройте у себя на территории. Вот у вас предприятие, вот Нижний Новгород, огромный город, там спрос на электроэнергию огромный. Потренируйтесь. Вы потренируйтесь, да, потренируйтесь у себя. Знаете, почему этого никогда не случится? А потому что нижегородцы помнят, как они останавливали в перестройку с боем. У них был безумный проект строительства атомной станции теплоснабжения, вот так же в 5 километрах от города. Станция построена была. На 90% уже трубы лежали атомной станции теплоснабжения, когда не электричество вырабатывается, а тепло, которое идет в дома. Да. Ну, не из реактора, конечно, вода не радиоактивная, но греет ее реактор. Совершенно безумный проект, дочернобыльский, когда действительно люди считали, что атомная энергетика безопасна. Самая безопасная. После Чернобыля так-то не думают. И там были огромные митинги. Заметьте, вот убитый Борис Немцов тогда был просто физиком, научным сотрудником, его вот в общественную деятельность вовлекла мать. Я читал его воспоминания, когда пришла, говорила, вот люди на заводе стоят, приходи, расскажи, в чем проблема атомных станций. Так вот, люди-то помнят, что атомная промышленность подбирается к городам. Вот подбиралась вот эти вот щупальца атомных станций теплоснабжения. Что вот рядом с городом построим, будем гнать тепло. Сейчас подбирается вот этими маленькими атомными станциями. Еще вопрос. Так я все уже закончу. Так да. Ее не строят. Ваша республика будет испытательным полигоном. Это будет первый реактор, по сути, реактор-прототип. Да. И вот все-таки одной из самых, наверное, таких ахиллесовой пяты у атомной промышленности, это же ее охлаждение, система охлаждения. Вот у нас в Якутии там перепады от плюс 40 до минус 60. Как это вот? Нет, это верно. Именно атомная энергетика очень зависит от конечного поглотителя тепла. Если нет возможности выдать куда-то тепло, а КПД атомной станции 23%. 23%, все остальное тепло будет выбрасываться в окружающую среду. Ну, а у них, я говорил, технология прошлого века крайне отсталая, все эти ваши атомные штучки. И в этом проекте тоже 23%. Это написано в тексте. У больших станциях около 30. Большие станции, вот, которые в европейской части страны расположены, ВВР-1000, ВВР-1200, там около 30%. У вас она маленькая, поэтому электроэнергия намного дороже-то будет, чем у больших. Но мы сейчас про охлаждение. Андрей как раз работает именно с документацией, поэтому... Нет, это написано в тексте, это вот тот текст, который обсуждался. Я же не знаю, какой КПД, это же они сообщили. Так вот, система охлаждения, она крайне важна, что даже заглушенный реактор продолжает выделять остаточное тепло. То есть реакции деления... лампочка, которую раз и выключили. К сожалению, да. Реакции деления урана прекратились, если все прошло нормально, стержни вошли и остановили. Но реакции распада, альфа-бета-распад идут, это реакции с тепловыделением. Там от 10 до 1% мощности все еще остается в течение нескольких часов. И мы хорошо видели на примере Фукусимы, там реакторы были штатно заглушены после землетрясения, но были повреждены системы охлаждения. И расплавление реакторов, и гигантские выбросы радионуклидов произошли именно из-за того, что реакторы грелись, а система охлаждения не работала. Так вот, что вам предлагают? Предлагают сухую градирню, где горячая вода будет в трубочках омываться воздухом и охлаждаться.
Я не очень понимаю, как Аналогия где-нибудь есть такая? Или это на нас пытается в России впервые. потренироваться? В России впервые. А в мире? У нас есть, я хуже знаю мировую атомную промышленность, но я, насколько я понимаю, где-то есть, я не могу вам Ну, назвать Россия же атомные лидер у нас станции. в атомной промышленности. Россия лидер среди отсталых, да. То есть атомная промышленность умирающая отрасль, и мы лидеры умирающей отрасли, то есть такой машинист поезда, идущего под откос. Так вот, в чем здесь проблемы? Отсутствие опыта, отсутствие испытаний. Вы поставьте эту градирню, снова, это не имеет отношения к реактору. Да. Вы ее там поставьте, она хорошо работает при минус 60. Хорошо. Она хорошо работает при плюс 30. Когда я был в Усть-Куе, там такая же температура была, как сейчас в Якутске, 30 градусов. Какой у нее, да, как она работает, сколько она тепла забирает, сколько надо воды прокачивать. И главный вопрос, а как будет осуществляться резервное расхолаживание, если сама градирня сломается? Не будет ли как на Фукусиме, когда сам реактор-то все хороший, нормально сработал, а система охлаждения дала сбой? Там множество вопросов, но они более мелкие по сравнению с вопросами ежедневных выбросов, риска аварий и вопросом радиоактивных отходов самой станции, о которых мы подробно не говорили. Так вот, сама станция производит твердые, жидкие, газообразные радиоактивные отходы. Газообразные выбрасываются через вентиляционную трубу, жидкие переводятся в твердую фазу, там будет небольшой такой заводик, комбинат по переработке жидких отходов. Ну, это правильно, их будут упаривать. Ну, не сливать же в реку, в конце концов. А раньше сливали. Вот есть станция Белоярская, от нее просто труба идет в Ольховское болото, тоже крайне радиоактивная. По проекту так было. Реакторы АМБ, сейчас закрытый, слава богу. Тоже я там измерял, кто хочет, посмотрите. Река Ольховка, офигительное видео. Так вот, у вас с твердыми отходами в проекте, в тексте, предусмотрены 2 хранилища. На 60 лет и на 10 лет. На 60 лет для высокоактивных отходов, то есть на весь срок, проектный срок деятельности станции, то есть она будет производить отходы, они будут туда складываться. Это бетонные емкости. Отдельное здание называется спецкорпус. Вот будет здание реактора, ряд градирен и здание, грубо говоря, хранилище радиоактивных отходов. И другое, более мелкое, на 10 лет для средне- и низкоактивных отходов. Средне- и низкоактивные отходы в том числе включают перчатки, средства индивидуальной защиты, халатики, в которых там операторы будут ходить, ну и другие вещества более злые. Не надо только обольщаться, что низкоактивные отходы менее опасные, просто их количество большое. Активность небольшая, но их количество огромное, и если вот это вот хранилище отходов по какой-то причине будет повреждено, ну, я не знаю, треснет там бетонная плита или там дождик на нее прольется, то это может привести к серьезным проблемам. А атомная станция же на горе над поселком, то есть основное направление протечек, конечно, будет вниз. Итак, там 2 хранилища в проекте. А мы с чего начинали? 6-я статья Конституции Республики Саха-Якутия запрещает хранение радиоактивных отходов. И в Конституции не написано, что нельзя там длительное хранение. Просто написано, хранение запрещено. Атомщики на мой вопрос, как будете обходить Конституцию, сказали, а у нас не будет хранения. То есть начали врать, вот просто врать как охлопков. Вот то, что радиация полезна в малых дозах, то, что радиация повышает потенцию. Здесь они говорят, у нас не будет хранения. Ну, в проекте есть 2 хранилища. Вы что, их ликвидируете, зачеркнете? И как, вот у вас образовалось ведро радиоактивных отходов, вы его немедленно, не храня, куда? На вертолете куда-то вывезете? Ну, бред это. То есть они врали. Вот вернемся к слушаниям по атомной станции. По неудобным для себя вопросам они врали. У меня не было возможности... Стенки, Я не мог прижать их к стенке, у меня была только возможность задать вопрос. Если бы было еще обсуждение того или иного вопроса, обсуждения-то не было. Были, вот, так, я говорю, такой формат, да? Нет, не такой формат. Но есть, снова говорю, скоро будет протокол, у меня есть полная аудиозапись всех слушаний. На вопрос, да, что они ответили, у нас не будет хранения отходов, а в проекте 2 хранилища. Ну, кто-то соврал, или в проекте, в тексте АВОСа, или на слушаниях. Я предполагаю, что на слушаниях. Но не может быть и то, и другое правдой. Есть и хранилище отходов, и план хранения 60 лет, и говорят, у нас только временно, и мы сразу же будем вывозить. Ну, вот это такой стиль. Вот так проходили слушания. Понимаете, еще раз, регламент был совершенно неадекватный, атомщики же сами его написали. Если бы в регламенте было ответы на вопросы, обсуждение вопросов, да, вы удовлетворены или нет, вам на все вопросы ответили или нет. Мне, например, не на все вопросы ответили. Есть вопросы, которые зачитали, а на них забыли ответить. Ну, это такие мелочи по сравнению с основным. Таких подготовленных людей, как вы, они, наверное, не ожидали там увидеть. Они как бы готовились на простых там жителей. Вот обычной рекламой там. Ну, так и было. Краткое содержание. Атомная энергетика опасна. Безопасных АЭС не бывает. Это точно. По действующей нормативной документации атомные станции относятся к категории ядерно и радиационно опасные объекты. Любой человек, кто вам скажет, это АЭС безопасно,
или врет сознательно, то есть он знает, что она опасна, но врет, или человек безграмотный, то есть не читал нормативную документацию. То есть вот открываем закон об атомной энергии, и повторю еще раз, ядерно и радиационно опасный объект. Вне зависимости, малый реактор, большой реактор. Что значит ядерно опасный? Может быть взрыв на основании реакции деления ядер урана, как в Чернобыле. Что значит радиационно опасный? Может быть выхлоп, выброс радионуклидов, то есть радиационная опасность, выход радионуклидов в окружающую среду. И то, и другое в вашей атомной станции присутствует. Насколько смог, я об этом рассказал. Но что будет дальше проходить? Мне кажется, главная линия такой вот защиты от атомной станции – это честное рассмотрение других альтернатив. И, конечно, не надо ставить телегу впереди лошади, надо посмотреть, будет ли вообще разрабатываться месторождение Кючуз. Оно, говорю, его как горячий пирожок перебрасывают с 90-х годов, то есть оно такое как бы, вроде как золото там 140 тонн или даже больше, а никто не берется за разработку. Есть там технические особенности, мы сейчас не будем, наверное, об этом говорить. Энергетика, Нет, конечно, нет. Нет, руды. Там руды, там качество руды такое, что это золото попробуй. Ну, оно там есть, ну попробуй вытащи. Да так же, как уран вот на этих склонах, по которым я ходил. Уран-то там есть, он фонит, вот я его видел приборами. Ну ты его добыть-то не можешь. Почему их там бросили? Почему это отходы? Конечно, да. Уран, если на Ильконочку вернуться, действительно запасы урана огромные. Говорят, до 5% мировых. Стоимость добычи запредельная. С минус 400 до минус 1000 метров. Надо или глубинная шахтная добыча, там несколько рудопроявлений на поверхность выходят, но они уже подчищены. И при нынешних ценах на уран, я вам скажу, в результате Фукусимы атомная промышленность ушла в глубокий штопор. Вот до Фукусимы атомщики прогнозировали, что будут строить много новых атомных станций, этого не случилось, и что будет расти спрос на уран, и такие месторождения, как Ильконское, могут быть востребованы. То есть, если бы цена на уран еще в 2 раза возросла, не на 20%, в 2, тогда разработка могла бы быть. Сейчас нет таких прогнозов даже. Вот атомная промышленность, она закроется где-то к 2050-2060 году. Ну как закроется? В мире останется вот сейчас около 440 реакторов, ну плюс-минус. А к 50 году прогноз, что из 400 останется 50. И, ну то есть она будет существовать, ну давать меньше доли процента, ну где собственно, ее и место. Вот вы начали говорить, что я противник атомной энергетики, я противник. По многим причинам, главное, потому что для России это огромная гиря на экономике. Ведь все субсидируется, добыча урана субсидируется, обогащение урана субсидируется, самые атомные станции субсидируются. Не зря цитату Нигматуллина говорил: вашу, если построить, она будет сосать деньги из госбюджета. Зачем нам это? Давайте строить не субсидируемую энергетику, давайте строить чистую энергетику. Вторая причина, почему я против, это радиоактивные отходы. Крайне нечестно по отношению к будущим поколениям. Ведь нету решения проблем радиоактивных отходов. Есть временные хранилища, ну на 300 лет есть хранилища, которые тоже могут протекать. Я внимательно за этим слежу за проектами. Но вот такая вот глобальная идея закопать и забыть, она не работает. Геологические структуры не могут сдерживать радиоактивные отходы гарантированно на вот те самые 500 000 лет, пока они опасны. К сожалению, это не работает, что с ними делать непонятно. И будущие поколения, вот людей, которые будут жить в этой стране, им достанется в наследство горы радиоактивных отходов, так как нам достались вот с 80-х годов вот эти вот отвалы урановой добычи. Ну и третье, почему я против, конечно, риск аварий. Риск аварий небольшой, но он не уничтожим, он все еще существует. А цена радиационной аварии, ну мы знаем, что такое Чернобыль. Мы знаем, что такие страны, как Беларусь, Украина, тратили... Вот Беларусь до четверти бюджета, Украины до 10% на ликвидацию последствий аварии. России в какой-то степени повезло, Брянская область довольно далеко. Вот где у нас эта селенка? Брянская область. Но долетела до Ленинградской, Калужской, Тульской областей. Вот здесь, в центральной России, да, там, где я живу. И цена ликвидации последствий Чернобыльской аварии многократно превысила всю так называемую пользу от атомной энергетики во всем мире. Простите, а теперь еще Фукусима. А вот на слушаниях не прозвучало ли, вот вы, кажется, говорили, да, что вот у нас всего один Чернобыль был. Это тоже кому принадлежал? Это тот же самый Охлопков. Он сказал? Он так и сказал, у нас был всего один Чернобыль. Ну, давайте так, я могу предоставить аудио. У меня есть запись, давайте сейчас скину. Да, возьмите, включите, это стоит послушать. Вы окунетесь вот в эту атмосферу такого фарса и таких прихихикиваний, таких вот подхахатываний. Это, конечно, ужасно. Да, серьезно. Андрей, большое спасибо, что приехали к нам в Якутию. Да. Очень рад, что сюда добрался, рад, что смог не только поучаствовать в слушаниях в этой формальной процедуре, но и помочь выявлению вот этой горы радиоактивных отходов. Да. Держите руку на пульсе, помогайте нам.
Ну, находите меня в соцсетях, я в Фейсбуке присутствую, в других Мы обязательно соцсетях нет. подпишемся, Да, сейчас я мы... тоже сделаю ссылочку. Вот. И подписывайтесь на мой тоже канал. Подписывайтесь на его Ставьте канал. лайки. Первый раз обратился. Давайте. Ладно.